Работа пройшла у 3 секціях. Для представників телебачення і радіо, лічбових і друкованих СМІ. На порядку дня питання сучасних підходів до подачі інформації, ролі блогерів у формуванні контенту у сучасній медіапросторі, лічбова епоха друку. Серед слухачів представники республіканських і регіональних СМІ. Летняя школа журналистики – это очень важная такая медиаплощадка не только для тех журналистов, которые работают 1-й или 2-й год в редакциях, но и для тех, кто работает уже больше, скажем так, потому что есть возможность обсудить какие-то насущные вопросы, есть возможность поделиться опытом, есть возможность послушать очень именитых спикеров. У якості експертів і спікерів – медійні особи, представники ведущих сродків масової інформації Беларуси и замежжа. Самое важное, конечно, сейчас, вот в эти непростые времена, когда мир опять погружается в какие-то противостояния и постоянные споры и торговые войны, сохранять нам отношения на культурном и гуманитарном уровне. Поэтому участие здесь для меня прежде всего это поддержание тех связей, которые были заложены еще 25 лет назад. Мы стоим на пороге качественных изменений не только в телевидении, но еще и в целом журналистике, теории информации. И отвечать на эти вызовы надо будет именно тем людям, с которыми мы сейчас будем разговаривать. Технічні і технологічні змінення у СМІ, інтернет-простори як пляцовка для нових можливостей у подачі інформації, будущее традиційних електронних і друкованих СМІ, теми дискусії. В фильме «Москва слезам не верит» ничего не будет, будет одно телевидение. Так сейчас говорят, ничего не будет, будет один интернет. Нет, на самом деле и печатная пресса остается, она востребована. И молодежные газеты увеличивают тиражи. То есть сейчас идет какая-то переоценка ценностей, сейчас идет формирование новых устоев, по которым мы будем работать в следующий век. Уздавалися і питання так званих фейк-ньюз, коли у погоні за хуткостю і рейтингом губляється докладність інформації. Експерти зійшлися у міркуванні, що менавіта докладні факти повинні бути краєвугольним каменем усіх журналістських матеріалів. Важно развивать среду, и главное, чтобы она была содержательная, главное, чтобы она здраво, по-доброму, справедливо влияла на общество и генерировала правдивую информацию. Наверное, проблема в этом, чтобы на страницах любого ресурса, в сети любого ресурса, в социальных сетях, в телеграм-каналах была правдивая информация. Потому что, наверное, встает очень острый вопрос доверия к журналистам, доверия к тем, кто выкладывает информацию. Інформаційний вплив соціальних сеток і телеграм-каналів на громадство обмірковували так само під час круглого стола «Союзна держава 20 років у медіапросторі. Виніки і перспективи». Журналісти, у тим ліку починаючі, зібралися, аби послухати міркування представників ведучих білоруських і російських СМІ. На думку удільників дискусії, професійний журналіст повинен, перш за все, думати про свою аудиторію і її інтереси. Важен потребитель, да, то есть кто читает и кто смотрит. А потребителю все равно, это телеграм-канал или сайт «Эхо Москвы» или Первое государственное белорусское телевидение. Им важно получить новость, быть уверенным в том, что эта новость полная, получить разные мнения по поводу этой новости, получить разные выводы по поводу этой новости. Закраналася і проблема забезпечення громадян Білорусі і Росії об'єктивної інформації об інтеграційних процесах і супроводження способом розповсюджувати заведомі і лживі звістки на цю тему. Много надо усилий предпринять, чтобы как-то этому противодействовать. Да? Не то, что противодействовать, а этот запрос общества на эту информацию, он был удовлетворен. И в частности, вот подобного рода форумы, они как раз содействуют этому. Потому что мы эту тему поднимаем, мы говорим о том, как мы должны работать, мы говорим о том, какого рода информация должна получать в первую очередь распространение, и самое главное, как это делать. То есть вот этот стык между, значит, теми, кто непосредственно являются исполнителями этих интеграционных процессов, это министерство, ведомства, специалисты, правительство, президенты и прессы, вот эта смычка, это вот взаимодействие должно быть более плотным. Спікери зійшлися у міркуванні, що зміняються підходи і худкість подачі інформації. Але головні якості, як перевірені факти і особистий професіоналізм журналіста, застануться основними критеріями поспіху кожного СМІ. Євгенія Мороз, Валентин Бойко, Тигран Акопян, Олександр Сівіцький, телерадіокомпанія «Брест».